В День народного единства в Москве на ВДНХ состоялось открытие международной выставки форума «Россия». Указ о ее проведении подписал президент России. Долгожданное и уникальное по своей сути событие объединило все 89 регионов нашей огромной страны. На протяжении полугода каждая область, каждый край будет демонстрировать на площадке свои главные достижения в самых разных областях. Стенд Республики Коми отмечает близость к природе, традициям и обычаям северных земель. На открытии главного события не только этого, но и грядущего года для всей страны побывала Евгения Кладкевич. Грандиозная международная выставка «Форум Россия» не случайно развернулась именно на ВДНХ. Территория, которая 80 лет назад задумывалась как главное выставочное пространство страны, вновь заработала по своему назначению. Конечно, сегодня все немного иначе. Вместо 15 республик Советского Союза у нас 89 регионов России. Однако одно все-таки осталось неизменным. В нашей стране есть чем гордиться. Карусель грандиозных и передовых достижений России. От Камчатки и до Кавказа. Познакомиться сразу со всей Россией можно здесь, в павильоне 75 на ВДНХ. С первых мгновений стенд нашей республики погружает гостей в многообразие и красоту северной природы. Сосна, величественная и могучая, расположенная в центре площадки, символизирует сердце Пармы. Выбор именно этого дерева не случайен. С древних времен особой сакральностью жители Коми наделяли именно хвойные деревья. Торжественно, рядом с символом вечной жизни, наш павильон открывает глава республики Владимир Уйба. Республика Коми – это часть нашей огромной и великой России. И в нашей экспозиции представлена жизнь нашей республики, как начиналась история Республики Коми, как жили наши предки и чем сегодня живет и чем гордится наша республика. И я сейчас и сегодня, и всегда говорю о том, что основная гордость нашей республики – это наши люди. Люди, которые живут на Крайнем Севере, в Арктике, и очень добродушные, очень открытые, с горячими сердцами и открытой душой. Объявляю стенд Республики Коми на выставке форума «Россия» открытым. Символично работа стенда начинается с мифа о будке матери, которая, согласно коми-мифологии, зародила жизнь на Земле. Красочный клип транслируется на масштабных LED-панелях. Именно на них на протяжении всей выставки будут выводиться природные явления и красоты Коми-Земли. Сейчас осенние пейзажи переносят гостей на просторы воркутинской тундры и захватывающие дух горы Полярного Урала. Прелестью живописных ландшафтов Коми-Земли то и дело поражаются жители других регионов России и ближнего зарубежья. Мы только вот зашли, и уже мы впечатлены такими инсталляциями, такими... Так быстро все меняется, как будто ты перемещаешься с одной местности в другую. Вообще очень прекрасно, мне очень понравилось. Рядом с видеостеной работают тач-панели, на которой идет трансляция роликов о главных достижениях Республики Коми в промышленности и экономике. Несколько панелей расположены и в доме еще одной экспозиции Коми-павильона. В первой комнате с помощью викторины на интерактивных экранах посетители знакомятся с коми-традициями, особенностями северного климата и даже узнают свое тотемное животное на основе древнего коми-промыслового календаря. Ну а вторую комнату можно смело назвать обителью высоких технологий. Здесь расположилась VR-зона. Специальные очки переносят вас в самые красивые уголки нашей республики. Возможно, вы хотите прогуляться по плато Мань-Пупунер, увидеть своими глазами, как добывается уголь, или же ваша мечта лицезреть Параськины озера. Все возможно. Обустроили на стенде и фотозону, да не обычную, а живую, с виртуальным изображением лося. Голографическое животное выходит к посетителям из чащи, осматривает их и дает возможность сделать памятное фото. Среди тех, кто пополнил свою галерею яркими снимками, оказалось немало жителей Коми. Многие прилетели в Москву специально на выставку «Россия», чтобы одними из первых воочию увидеть стенд родного края. Первое чувство такого тепла. Даже от одного названия на куртках, на стендах. Республика Коми, сразу какие-то остальные субъекты уходят на второй план, идешь к своему родному. Я не могу сравнивать, потому что она родная. Родное всегда ближе. Поэтому вот как дети говорят, свой самый лучший, нет, свой самый родной.
Еще одним приятным моментом первого дня стало открытие квеста «Серебряное ожерелье России». На протяжении всей выставки проект будет объединять все 11 регионов СЗФО. С помощью интерактивных заданий посетители смогут ближе познакомиться с историей и самобытностью Северо-Запада. На официальном открытии губернаторы регионов по очереди заполнили первые паспорта туристов. Открывая игру, глава Коми Владимир Уйба отметил, наша республика была столицей серебряного ожерелья в 2021-м. Символический трофей в виде фарфоровой жемчужины отправился тогда в Усть-Ильму, центр уникальный по сохранности древнерусской культуры и традиций. Владимир Уйба отдельно выделил Усть-Илимскую горку, седьмое чудо России, плато Мань-Пупунер, девственные леса региона и пригласил всех участников непременно посетить Коми-край. Впечатление от выставки, оно неимоверное. Захватывает гордость, эмоции, потому что наша страна такая огромная, такая великая, такая разная, и в то же время она одна. Наша Россия. Приглашаю всех посетить наш стенд. Хочу сказать, что выставка она будет вот в том виде, который сегодня не постоянно. То есть мы будем готовить для всех посетителей периодические сюрпризы. Но это пока что небольшой секрет, поэтому приезжайте. Наша съемочная группа не упустила возможности посмотреть, что же интересного привезли на выставку и другие регионы. Так, Амурская область, родина космодрома «Восточный», предлагает сконструировать свою собственную ракету и запустить ее в космос. Гости из Бурятии же готовы с радостью облачить вас в свои национальные костюмы. Приглашаем вас на выставку в павильон Республики Коми! Россия! Поехали! Неважно, только вы пришли на выставку или вы ходите из павильонов уже полные эмоций, на главном входе вас обязательно встретит экран с изображением вышитой карты России. Она была создана чувашскими мастерами. Сделать оригинальное фото с этой экспозиции вы можете до 12 апреля 2024 года. Именно столько и продлится выставка «Россия». Обязательно приходите. Во время программы предусмотрены Дни регионов России. День Республики Коми запланирован на 19 декабря. Что могу сказать? Увидимся в ВДНХ. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Москва.